Глава региона Ради Хабиров с рабочей поездкой в Буздякском районе. Там открывают бюст одному из первых руководителей Башкирской АСР Мулаяну Халикову. Мулаян Халиков добился признания автономии Советской Башкирии и расширения территории Башкортостана в его современных границах. Занимался государственным строительством и организацией народного хозяйства. Бюст Мулаяну Халикову установили на территории Буздякской школы номер 1. Ради Хабиров на торжественной церемонии открытия памятника знаменитому земляку. Здравствуйте. 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 Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня в летопись нашего района вписывается еще одна знаменательная страница. Мы открываем на территории школы номер 1 села Буздяк бюст государственному и общественному деятелю, нашему земляку Мулаяну Давлетшиновичу Халикову. Бүгін біздің районыбыз тарихында тағыла бір истәлекле вакыйга. Бүгін біз беренче Буздак урта дөйем білім беру мәктәбе территориясында якташыбыз, күренекле дәүләт эшмәкәре Мулаян Халиковка бюст асабыз. Мулаян Давлетшинович Халиков – крупный государственный деятель российского масштаба, активный борец за создание автономии на башкирской земле. Несмотря на короткую, но яркую жизнь, он успел сделать очень много для становления республики Башкортостан, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Дорогие друзья, на торжественном мероприятии присутствуют почетные гости. Глава республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Бадранов Азат Шамилевич. Глава администрации муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан Игдиев Ильнур Вельмирович. Председатель исполнительного комитета Международного союза общественных объединений Всемирный Курултай Башкир Юсупов Юлдаш Мухаматович. Племянница Мулаяна Халикова Вахитова Флюра Махатиповна. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые буздякцы. Вот начну издалека. Вы знаете, мы недавно приняли решение в Уфе создать музей. Сперва мне предложили, Азат Шамилевич предложил, Ради Фаритович, давай, говорит, назовем его музей забытых имен. Я говорю, подожди, эти имена не забыты, но мы их должны вернуть. И поэтому приняли решение создать музей возвращенных имен. Кариму Хакимову, Мулаяну Халикову, нашим военачальникам, генералам Первой мировой войны, которые были уникальным людям, которые были в нашей истории. Судьба у него тоже очень интересная, очень яркая и очень короткая, к сожалению. Всего лишь 43 года он прожил. И о нем мы очень мало на самом деле знаем. А ведь это был человек, который бился за первую автономию нашей республики. Это человек, благодаря которому, собственно, наша республика живет в пределах тех границ, которые сейчас существуют. Он бился за это. Поэтому я думаю, что открытием этого бюста, включением его в пантеон славы нашего музея возвращенных имен, мы вернем нашей молодежи, мы вернем нашей республике, всем нам имя вашего прославленного земляка, замечательного человека. Буздякцам хотел сказать спасибо. Один из оплотов нашей республики, крепкий район. Я всегда, когда в Буздяк приезжаю, редко бывает сейчас, и дел очень много, и времени простое. Вижу только ваши улыбки и вашу поддержку. Спасибо вам большое. Пусть ваш район развивается. Мир вашим домам. Будьте все живы, здоровы. Мы всегда вас во всем поддержим. Рахмат. Спасибо, Ради Фаритович. Слово предоставляется главе администрации муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан Игдиеву Ильнуру Вельмировичу. Хайырлы күн. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, Азат Шамилевич, Юлдаш Мухаматович, дорогие земляки и гости. В истории Башкортостана была борьба за автономию республики. Один из тех, кто непосредственно принимал участие в образовании автономной республики, это наш земляк, который родился у нас в районе село Актау, ныне Старый Актау, Мулаян Давлетшинович Халиков. 27 сентября 2009 года активисты фонда, который был образован в честь него,
организовали установку мемориальной доски на его родине, деревне Староактау нашего района. Также в районном центре Буздяк у нас в новом микрорайоне в честь него названа улица. С 2018 года на территории Буздякской средней школы номер 1, где мы сейчас находимся, на республиканском уровне ежегодно проводятся научно-практические конференции халикских чтений. Это очень важное мероприятие, которое позволяет воспитывать патриотизм нашего молодого поколения. Именно поэтому мы решили установить бюст нашему земляку на территории данной школы. И я уверен, что такие общественные проекты по увековечению имен таких действительно известных людей – это очень важное мероприятие, особенно для молодого поколения, которые должны знать и изучать историю Отечества, историю судьб людей, которые вложили огромные силы для воссоздания и создания района и республики. Спасибо. Спасибо, Ильнур Жильмирович. Слово предоставляется председателю исполнительного комитета Международного союза общественных объединений «Всемирный Курултай-Башкир» Юсупову Юлдашу Мухамматовичу. Дорогие друзья, каждая эпоха, каждое поколение ставит перед нами задачу, ставит перед нами проблемы, и каждое поколение должно на них ответить. И в свое время поколение Мулаяна Халикова на них ответило. И среди них один из первых был, конечно же, имя Мулаяна Халикова. И мы должны это ценить. И самым главным результатом этого ответа была наша республика. И мы сейчас должны это понять, это осмыслить и дальше развивать нашу республику, ею гордиться. И именно через имена таких людей, как Мулаян Халиков, мы должны понимать, что такое башкирская культура, где находится наш дух. Мы должны искать в них свои истоки. Спасибо, Юлдаш Мухамматович. Слово предоставляется племяннице Мулаяна Халикова Вахитовой Фулюре Макатиповне. Мулаян Халиковның бір туған абысының оныгы булам мин. Біз аның турында бик күп белмәйбез, нәнәйләребез сөйләү буенча гына. Шулай да миңа Мулаян Халиковның ике сеңдесен күрергә насип булды. Алар безгә кунакка кайтып йөриләр. Biz абыебыз белән горурланабыз. Аның нәселе зур, аның нәселе тап төшермәс. Аның исеменә дип уйлыйм, ышанам. Зур рәхмәт менә аның артыннан шулай зур ниләр күтәреп чыкканыгыз өчен барыгызга да аның рухы шат булыр дип ышанам, Алла бирсә. Зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Шул минем сүзем. Спасибо, Флюра Макатиповна. Итак, дорогие друзья, почетное право открыть бюст предоставляется главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову, главе администрации муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан Игдиеву Ильнуру Вильмировичу. Уважаемые участники торжественного мероприятия, приглашаем вас возложить цветы к бюсту Мулаяна Халикова. Рәхим итегез. Нам малой Родины нельзя забыть. Она присутствует в сознании нашем и заставляет нас дерзать, любить простор родных лесов, лугов и башен. И мы, ее родные сыновья, хотим достичь больших высот познания, чтобы в стране жить как одна семья, поняв секрет взаимопонимания. Хороший памятник получился. Да, тоже прям это. Спасибо всем и всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. С 2018 года мы проводим халикское чтение на базе нашей школы.
сюда приезжают со всех уголков нашей республики. Ага. Ребята с удовольствием изучают и свой родной край, малую родину. Ради Фаридович, посмотрите, пожалуйста, вот здесь кабинет Здравствуйте. физики. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. По кабинету физики, вот по точке роста мы также Точка роста, да, здесь? Да. Нравится ребятам заниматься, да? Это? Очень нравится, у них глаза горят, такие, вот датчиками работать намного и современнее, интереснее, наверное. Конечно, когда. Вот классы у вас, я так вижу, небольшие, да? То есть Да, полная посадка в 3 этом класса. кабинете, да. по субботам чем детей занимаете? У нас тематические субботы обязательно Тематические, да. есть. Внеурочные приглашаем. Не только спортивные, по всем направлениям. По субботам занятия проводим. Да, мы как договорились, что они в субботу все-таки ученцы были, внешкольным были заняты, да? Да. Тематические субботы обязательно есть. Ребята с удовольствием приходят, занимаемся. Но по точке роста мы кабинет физики, биологии, химии получили. Ну, ребята с удовольствием занимаются. Это помогает нам и по внеурочной деятельности, и по подготовке к государственной итоговой аттестации. Участие в Олимпиадах, конечно. Да, Олимпиада. Как сильно за период коронавируса немножко тяжело, упустили немножко мы, да, конечно? Ну, тяжеловато было, но мы подогнали уже. Подогнали уже, да? Да, конечно. Самый главный эксперимент, и вот младшим детям, 7-8 классам больше нравится руками работать, поэтому они вот прям на лету схватывают, нравится. А вот эти приборы больше для старшеклассников, для электива, им это более понятно. Ну, простые датчики мы уже даем 7-8 классам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ради Фаридович, здесь получилось у нас 2 в одном. Цифровая образовательная среда. Вот то, что я говорил, здесь науки детские, телевизор, робототехника. Они даже сейчас научились играть в шахматы. Ух ты. У нас несколько комплексов для работы, то есть можно для развития мелкой моторики, для самых маленьких наших конструкторов. Да, вот манипуляторы собираем. Здесь наши ребята создали себе электронного друга, собачку, который работает тоже. Здесь у нас идет отладка сервоприводов, двигателей. А здесь у нас тоже уже манипулятор. Манипулятор уже, да. Да, и здесь у нас много степеней свободы. Работа идет. А здесь у нас можно сразу и радиотехнический кружок организовать. То есть вот у нас плата, без спайки все происходит. Просто втыкаем ножки и все. И все уже. Да. И вот наш главный комплекс, Добот, функционал у него очень обширный, то есть у него есть и ручка, то есть может рисовать, есть лазер, то есть лазерная гравировка поддерживается, есть присоска, есть 3D принтер, и вот есть у нас захват. И сейчас вот мы с ребятами пишем программу, обучаем его игре в шахматы. Да, ну, там очень много, конечно, координат нужно прописывать. Поехали, Е2, Е4, да? Да. Так, вот он. Так. Все, мат. Так, теперь ход делаю я. Так. Аккуратненько так. Он пока думает. Тяпнул. Так. Хочет меня срубить. Вот он меня рубит. То есть, получается, ребята уже получают навыки. Уже какие-то навыки. Уже навыки работы с промышленным оборудованием. И вот они теперь понимают, что если ты ошибешься в программе на 1 миллиметр, это может привести к поломке Ну, оборудования. ее-то ошибешься уже все, да. Вот я сейчас делаю ход. Так, он делает ход. Я ставлю ему мат. Ждем, ставим мат. Так. Ну, правда, детский мат, но мат. Детский. Молодец. У нас дети и в настоящую шахматы играют, стали чемпионами вот буквально 3 дня там назад. А ремонт когда делали вот у вас? Ремонт сделали здесь, ремонт с реконструкцией, с пристроями 2 корпусов сделали в 2010 году. И вот вы сохранили все вот так, как вы. Две школы как раз попало, Ради Фаридович. Также кабинет химии. Одна из опытнейших наших учителей химии. Очень рада вашей встрече с вами. Спасибо. Ребята вот поступают они в медицинские и колледжи, и в медицинский наш институт они поступают. Поступают ваши, да? Ученики? Поступает, ежегодно поступает. И мы удачно, очень успешно сдаем экзамены по ОГЭ и ЕГЭ по химии. Благодаря вот все-таки точке роста, все-таки более
Качественно, да. Более качественно можем подготовиться к экзаменам. Поэтому, так как химия – это наука о веществах, конечно, мы сперва все это трогаем, рассматриваем, изучаем физические свойства, потом переходим на химические свойства. Для опытов у нас есть. Все есть, да? Есть, да. И тем более сейчас у нас по точке роста вот и есть все датчики. Поэтому Спасибо. все хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо за детей, спасибо, как учите. Спасибо, что вместе прошли вот этот сложный период, когда дистанционное обучение было, наверное, не просто вам было, да? Вот. Ну, Алла Берса, как говорится, все будет Результаты хорошо. у нас тоже есть, да. Вот в этом году еще раз похвастаюсь, что у нас призер по республике по химии. Химия вот так, призер, да. молодец, да. Это наш. Чапаев. Хорошо. На результат. Работаем на результат. Спасибо. Стараемся. Будьте здоровы. Спасибо большое. Вопрос здоров. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здесь Здравствуйте, добрый день. Это кабинет математики, да? Ради Фарич, у нас коллектив средний возраст 43 года, молодые учителя, энергичные учителя работают. Очень приятно работать. И детям, самое главное, им интересно. Они с удовольствием работают. А вы сами из Буздяка, да? Да, я сама с Буздяка, я преподаю с 2000 года. Стаж уже 21 год. Работаю математиком в этой школе с первых дней своей работы. А заканчивали БГУ или ПЕД? БГУ, БГУ. математический Матфак факультет. БГУ, да, получается? Да, матфак. А в общежитии жили? Жила. В 5-м общежитии? Нет? И в 5-м жила, и в 6-м педобщежитии жила. Я жил же в 5-м общежитии. И в 5-м тоже жили на матфаке. Видите, как невелики? Мир тесен, да, хорошо. Но благодаря программе «Цифровая среда» вот так приобрели такое оборудование, которое мы успешно применяем на уроках математики для подготовки к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации в 9 классе. Это помогает. Ребятам очень интересно. Ребята с удовольствием занимаются. Спасибо большое. Спасибо вам. Ради Фарич, кабинет, здесь мы принимали участие на нашем проекте по сохранению языков. Вот учительница, это ее инициатива, она зашла, давайте, Ради, примем участие. Приняли участие, выиграли и на 196 тысяч получили мультимедийное оборудование, ноутбук, проектор, экран. И хотел обратить внимание, вот этот экран, наш тымазинский экран. Вот этот экран изготавливают тымазы. Вон как, я слышал об этом, но я вот первый раз, по сути, вижу. То есть, ну, удобно вам с ним работать, очень да? Удобно, да. Вот я хотела продемонстрировать элемент урока. К примеру, ребята уже отвыкли работать только с учебником. Им нужен экран, правильно, да? Поэтому такая доска помогает демонстрировать правила по русскому языку на экран. Это страница учебника. А чтобы закрепить правила, да, ребенок нажимает на ручку, повествовательное предложение. По аналогии с примером он составляет свой, да? Я в Буздяке. В Буздяке. К примеру, да? Доказывает, что это повествовательное предложение. Другой бежит по цепочке, стирает его работу, к примеру, да? Вот, и выполняет побудительное предложение. И таким образом по цепочке весь класс прекрасно работает. И все прокручивает, да. Прокручивает весь урок, и поэтому, как они говорят, оторвались от скучного учебника. Очень здорово. Поэтому я очень благодарна, что выпала такая возможность пользоваться оборудованием в рамках государственной программы. Вот, как считаете, правильно мы все-таки перешли на пятидневку? Как вот вы, как учитель? Или учитель? Как учитель, как родитель, я считаю, это правильное решение. Правильно. Да, я поддерживаю эту позицию. И поэтому вижу, как и дети успевают отдохнуть. Да, и с родителями побыть, да. Задействовать себя, в том числе даже в субботу. Вот я о чем говорю. Вот вы же, наверное, детей своих вот благодаря этому. Конечно, неурочная деятельность собирается, подготовка к олимпиадам, да. Дети очень любят приходить в школу, потому что родители только рады, что я вот сам говорю, у детей же вот это короткий промежуток школьный, он очень короткий, всего лишь 10 лет. И это самый такой сладкий период с родителем побыть. Я честно говоря, прежде всего из-за этого, чтобы могли с родителем побыть. А потом уже вот за это. Но тогда просто программу более надо те знания, которые давали на шестидневку, просто ужать и давать в пятидневку. Просто методики, вот современные методики. Ну, к этому и так и делаем, к этому пришли. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Спасибо. До свидания. Очень приятно. Всего хорошего. Спасибо.
Рафарович, мы также изучаем языки, родные языки, и также у нас вот кабинет башкирского языка. Хайырлы көн. Бұл біздің башқұрт тілі кабинеті. Нисек? Башқұрт тілі оқытушымын. Балалар нисек яраталар ма? Башқұрт тілін рәхәтләнеп, яратып, укыйлар, һөйләшәләр. Безнең битендә Адназа ничә сәгать? 2 сәгать. Башқұрт дәүләт теле буларак 2 класстан алып 9 класска тиклем укыйбыз без. Аднахана 1 сәгать. Туган телдәр битендә безнең 1 класстан алып 11 класска тиклем укытыла, аднахана 2 сәгать. Бере битендә туган тел һәм 2 сәгате әдәбият укыйбыз без. Өлгерәләр, охшай, күп кенә конкурсларда катнашабыз. Менә безнең дипломдарыбыз да монда бар күренә. Гыйльми эшләрдә катнашабыз. Шулай ук бу инде кабинет безнең 2009-2010 уку елында республика фондыннан кайтты бит инде. Бу кабинет заман саен хәзерләндерелгән. Ноутбугым бар, проекторым бар. Дәресемне кабызып куям да, балалар белән рәхәтләнеп башкорт телен укытам. Әйе. Рәхмәт. Әйе. Рәхмәт. Рафарович, также вот мы в республиканских проектах участвуем, «Здоровое поколение, сильный регион». Там в основном ведь дети с 1 по 4 класс. И мы вот это вот продолжаем. Вот, сегодня хотели показать наш спортзал. Вот эта программа, она продолжается, пятиклассники дальше продолжают. И также там ведь плюс мы еще раз за счет этого получили спортивное оборудование, инвентарь. У нас огромный спортзал. Я вас смотрю, вы хорошо поддерживаете, да? Вот, да. Чистенько, молодцы. Да, стараемся. Вот. Я даже когда пришел, я еще думал, ну недавно делали как ремонт. 10 с лишним лет. Огромный спортзал. Мы здесь и муниципальные соревнования принимаем, и дети. Регина Рамильевна. Здравствуйте. Сборная наша команда. Это сборная? Чемпионы? Чемпионы, да. Регина Рамильевна, подойдите, пожалуйста. Мы выиграли муниципальные соревнования, потом зону Республики Башкортостан выиграли. Сейчас они готовятся. Пожалуйста, вот, сами в 2 словах. Наша школа на муниципальных и зональных соревнованиях 24-й спартакиады школьников Республики Башкортостан школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» заняли призовые места. 29 по 30 марта мы выезжаем уже на республиканские соревнования по баскетболу, Бураевский район, села Бураево. Вы здесь работаете, да, так получается, учитель физкультуры. А вы слышали? Можно с вами сфотографироваться? Можно. А мы сейчас сделаем. А вот я хотел, а вы что-то, секцию какую-то ведете? Да. А какую? Баскетбол. Баскетбол Да. ведете. А вы слышали про программу «Сельский тренер»? Слышали? Да. Есть такая. Ребята, у вас хороший тренер, нет? Хороший? У нас эта программа есть специально для сельских тренеров. Вот вы, просто мне еще что приятно. Я когда по районам езжу, захожу на секции, обычно парни. Вот вы первая, по-моему, девушка, а семья есть у вас? Есть 2 детей. 2 детей уже? Спасибо. Спасибо огромное. Фотографируемся? Да. Давайте. Так. Ох, как у них, думаю, что написано? Буздяк написано, да? Внимание. Ну что, вам побед. Спасибо большое. А с кем играете? С бураевцами или с кем? Нет, там уже финал. Финал. Уже, да? Оранжевый. Ну давайте. Надо побеждать. Они начали вот... Спортивный проект «Здоровое поколение сильных регионов». Да, я понял, да. 4 года. Вот это итог нашей работы. Вот итог этого, да. Уже 5 класс, и они играют в баскетбол и занимают 1 место. Нравится вообще, да? Да, очень нравится, потому что есть пловцы, есть крашисты уже. Вот я почему говорил, вот когда, чтобы мы перешли с 6-дневку на 5-дневку, чтобы по субботам вот зал был с утра до вечера забит. Ну, не так же много у нас залов, вот он должен вас с утра до вечера забить. Ну, дополнительно на 6 часов появилось за счет проекта ведь. Да, и за счет. Вообще здорово. Да. И еще это воспитание. Спорт воспитывает сейчас детей. Я всегда за спорт, всегда за спорт. Мы договорились с вами, ладно? Да. Это вот, спасибо. 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 До свидания. До свидания. До свидания, ребят. До свидания. И вот Ради Фаридович хотел также сказать, вот здесь
не только спортивные, здесь и олимпиады по предметам, здесь и конкурсы. Даже вот наши учителя в этом году, среди трудовых коллективов. наши учителя заняли, 18 команд принимало участие. Молодцы, здорово. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо, очень хорошая школа. Прям вот молодцы. Рафаэль, можно спросить? Во время поездок вы не упускаете возможность пообщаться с педагогами. Почему это стараетесь делать? Мы же какие-то решения принимаем. Там иногда мои коллеги непосредственно там пытаются что-то от меня утаить, а когда ты уже там разговариваешь непосредственно с теми людьми, кому адресовано наше решение, мы лучше понимаем и лучше понимаем, правильно мы приняли решение. Ну, в частности, я всегда спрашиваю наш переход с шестидневки на пятидневку. Потому что были же споры определенные и были разные точки зрения. Но вот сейчас вот мы перешли, и дети привыкли. Есть возможность детям с родителями побыть. И вот я сегодня с учителями пообщался. Вот. Ну и вообще, вот время-то непростое. Мы должны, вот особенно учителям, медикам говорить спасибо, благодарить их за их труд, за их работу. На них ведь наша республика, страна держится. Рафаэль, вы запустили процесс возвращения имен. Вот сегодня открыли памятник. Альбанов, Шаймуратов. Да, Карим Хакимов и так далее. Вот именно они, еще раз говорю, они не забыты, конечно. Но о них вот широкий круг людей не знает. Молодое поколение не знает. Мулаян Халиков так и больше экспертно, наверное, люди знают. А ведь он столько сделал для нашей республики. Он должен стоять в пантеоне всех тех, кто создавал нашу республику. И о нем мы должны помнить. Поэтому вот его имя будет, как я говорю, номер один у нас в этом музее. Но этот музей будет очень, на самом деле, внутри очень много событий и будет имен, потому что их много. Я вот сам лично говорю, с большим удивлением узнал, у нас были военачальники, которые башкиры с Башкортостана, которые принимали участие в Первой мировой войне. Это были великие люди, это были великие герои. О них там мы тоже сейчас вот работаем в архивах и их память, соответственно, возрождаем. А работа по созданию музея идет, не сдвигается вправо? Идет, нет. Значит, вправо немножко сдвигается, но мы сейчас, во-первых, мы даже не успеваем вот содержательно. Музей-то стены у нас уже есть. Вот сейчас мы проектируем, какой он будет внутри начинка, потому что так удачно у нас получилось с музеем Альбанова. Туда каждый второй с большим удовольствием ходит. Поэтому мы также интересно, необычно хотим внутри организовать. Вот пока мы работаем, кто будет, какие люди. Спасибо большое.